На просторах интернета появилось новое имя на ижевской сцене. Сначала случайно это обратил внимание, потом вдруг понял, что это имя... Я недавно был в баре «Варенье». Ты играл там, я так понимаю, Да, недавно, да. да, играл. То есть, как бы, начинаются концерты. В общем, новое имя на ижевской музыкальной сцене. И имя звучит для Ижевска очень необычно. Роб Смит. Вот он перед нами. Теперь мы узнаем, кто это, почему Роб, почему Смит. И поговорим мы об альбоме, который вышел недавно совсем. Да. Поговорим о концертах, ну и немножко об истории. I got my mojo working, but this just won't work on you. I got my mojo working, but this just won't work on you. I want to love you so bad, I don't know what to do. I'm going down to Louisiana. Почему я Роб, почему я Смит? Я эти две истории объединю в одну, с вашего позволения. Это было очень давно. Я в какой-то момент жизни, это, наверное, было году в 2012, задался целью сделать себе анонимный аккаунт ВКонтакте. Вот. Потому что, не знаю, может быть, было какое-то стеснение, может быть, просто хотелось какой-то загадочности в себе. Вот. В общем, я себе сделал аккаунт без фотографий, без всего. Решил его как-нибудь назвать. И... Ну, почему вообще на английском языке? Потому что мне очень нравится английский язык. Я вообще музыку пишу на английском языке. И я слушаю, 95% того, что я слушаю, это западная музыка. Просто само звучание языка для меня, оно более приятное, чем русский язык. Это мое личное мнение, то есть русский язык, он слишком грубый, и в музыке он тоже так звучит. Соответственно, я когда выбирал псевдоним, я уже опирался на какие-то западные вещи, и я брал нейтральное западное имя максимально. То есть я подумал, какой-нибудь Иван Иванов по-английски как будет звучать? Он будет, скорее всего, какой-нибудь Смит, потому что у них там эта фамилия супер распространена. А потом Роб я, на самом деле, был не Роб, а был Роберт. Был Роберт Смит. Вот Это же группа Q. Так вот, в том-то и дело, что я об этом понятия не имел. Да. То есть я подобрал имя Роберт, потому что мне понравилось, как оно звучит со Смитом. И пару лет у меня был аккаунт Роберт Смит, пока мне не начали говорить, что я там фанат Роберта Смита того, Friday I'm in Love и так далее. Вот. Я не имел понятия, что это такое. Потом, конечно, послушал это все дело. Вот. Понял, какое-то неудачное совпадение получилось. И решила сократить этого Роберта до Роба. Вот. И у меня был вот такой вот аккаунт. А когда я уже стал заниматься музыкой и пришло время какие-то свои первые вещи куда-то выкладывать, публиковать, я просто остался верен вот этой своей легенде. Тогда же я себе нарисовал ту аватарку, которая у меня не меняется, этого нарисованного человечка. Вот. Поэтому можно сказать, что это было такое случайное альтер-эго, да? Которая потом просто вот на себя всю мою музыкальную деятельность приняла. Плюс я изначально музыкой так занимался немножко нелегально, потому что родители говорили, на первом месте учеба и все дела, потом идет музыка. Ну, у меня приоритеты немного по-другому складывались, вот. Поэтому тут как все так сложилось, анонимность вся вот эта, скрытность, этот Роб Смит. Есть Роб Смит, а есть Даниль, который в школу ходит, а Роб Смит прогуливает уроки и песни пишет, вот, и так далее. Вот оно осталось, оно мне нравится. Мне время от времени что-то говорят, что за имя Роб Смит? И когда выложил новый альбом ВКонтакте в одном паблике, чувак пишет, Роб Смит, ну, музыка, говорит, хорошая, чувак там, видимо, понимает, что он делает, но, извините, Роб Смит из Ижевска, это как Наполеон Бонапарт из Сыктывкара, вот. А знаете, я считаю, что если бы я выпускал вот эту свою англоязычную музыку под русским именем, был бы гораздо больший диссонанс.
По крайней мере, мое имя, оно соответствует моим песням, потому что песни я таки на английском пишу. И как бы я все это делаю по западным меркам и по меркам тех музыкантов, которые мне нравятся. А они, как я уже говорил, они все англоязычные, они все вот оттуда. Роберт Смит, это вообще, я фанат группы Q вообще. Ну, я не фанат. Я его знаю, конечно, уже много лет прошло, я все это послушал, плюс как такое совпадение оказалось. Хорошая музыка, да, очень уважительно я отношусь, вот, несколько песен знаю. Мы даже недавно, у нас был джем-сейшн с друзьями, мы там даже пару вещей сбацали. Вот. Это такая шутка небольшая между нами всеми про Роберта Смита и про меня. Вот. Но это не больше, чем совпадение. Нет, а просто Роберт Смит у меня в голове четко так, это постпанк все-таки, и вот это все немножко готик. А Роб Смит, это что-то блюзом попахивает. Возможно, это тоже у меня обманчиво, потому что мы чуть позже расскажем почему. Вот. С блюзом не связано. Нет, Нет. На самом деле имя Роб Смит с блюзом не было связано. Оно получилось случайно. Я вообще такой, я фаталист. Вот, что-то происходит, я это принимаю. То есть было имя, оно как-то у меня вот срезонировало, зазвучало, я думаю, оставлю его. А потом, знаешь, все обстоятельства, они к чему-то приводят в итоге. Так что и это имя, оно к чему-то привело. Ну, привело к хорошему. В описании было написано, то, что я нашел в интернете, что он должен был выйти еще до пандемии или нет? Нет, он должен был выйти примерно на месяц раньше. Ага. Ну, что там про пандемию было сказано? Ну, давай расскажу, да, там история. Альбом Songs. Можно его так? Да. Вот он так выглядит. Это диск. Мы к нему еще попозже вернемся, возможно. Да, он должен был выйти в начале ноября. Я даже снял небольшой тизер, в котором я, собственно, говорил, что ждите в начале ноября альбом. На тот момент я его уже отправил для загрузки на стриминговые платформы, и альбом проходил модерацию. Вот. Так как это уже не первый мой опыт работы вот с публикацией песен, я был уверен, что все нормально. И, знаешь, сгоряча в миру сказал, ждите. Вот. И тут мне приходит ответ буквально, вот как только я объявил, они мне говорят, знаете, у вас тут есть вот песня номер 2. У вас в этой песне в самом начале использован сэмпл. Вы можете предоставить доказательства того, что вы имеете право этот сэмпл использовать. А правила таковы, что все звуки, которые звучат в песне, они должны принадлежать тебе. Оригинальными быть. Да. А что в этой песне было? Песня эта называется Room 56, комната 56. И в самом начале есть запись, которая была сделана на телефон. Ездила в 2020 году по Ижевску машина, ну и не одна она ездила, которая по громкой связи оповещала жителей нашего города о том, что начался коронавирус, что вы лишний раз из дома не выходите, соблюдайте меры предосторожности и вот это вот все дело. И как раз когда впервые Россия и в Ижевске вот появились первые признаки вот этой вот эпидемии, да, вот этого всего, я начал работу. Это так вот совпало. И я был впечатлен, потому что я не думал, что в том году я не думал, что это реально произойдет, что она весь мир накроет, да, вот эта вот болезнь, и что мы все будем от нее вот страдать. На меня это оказало большое впечатление, и я тогда работал над вот этой песней Room 56, и я решил, что я хочу в эту песню очень много звуков добавить окружающего мира. И один из звуков окружающего мира на тот момент была вот эта вот машина. Она на мой взгляд, очень страшно звучала. Потому что в тишине едет машина, и у которой
внимание, внимание, да, это звучит достаточно мрачно. И трек был мрачный, поэтому я решил, что я возьму эту запись, которую кто-то на телефон снял и ВКонтакте выложил, что вот, мол, смотрите, по Ижевску ездит машина. А мне потом, значит, на момент публикации альбома сказали, что его записала МЧС, значит, по сути, эта запись принадлежит им. И у меня встал, значит, тут вот вопрос, что мне делать дальше. Первая мысль была, значит, написать В МЧС? в МЧС Удмуртии и сказать, что я в песне использовал вот сэмпл с записью вашего вот этого предупреждения. Потом я решил, что это достаточно сложно, что процесс вот этого доказательства, он может растянуться, и не захотел я, в общем, в это дело лезть, поэтому я экстренно решил переписать. Убирать я его не хотел, потому что оно уже, знаешь, в эту музыкальную органично палитру входило, трека, да, оно вплелось. Поэтому я решил его заменить. И... Записать сам такой же. А тут тоже. Я вообще, я люблю всякие интересные штуки. Вот просто записать на микрофон эту штуку для меня неинтересно. Я созвонился с другом по скайпу. Друг живет в Петербурге. Этот друг, его зовут Марк, он сделал художественное оформление этого альбома. Очень красивую обложку он сделал, он фотографировал, он ее обрабатывал, он сделал, значит, внутреннюю сторону диска, на которой рассказывается про вот этот альбом, он сделал задник. В общем, очень красивое оформление альбома, там посмотрите потом в досуге, у кого этот диск появится. И мы с Марком очень хорошо, тепло общаемся, и я с ним в тот вечер созвонился в скайпе и говорю, давай ты мне прямо через скайп сейчас произнесешь текст. Вот он через скайп в плохом качестве, в лоу-фай вот в этом. Я и тебя еще подобработаю, чтобы это был не совсем твой голос, я его опущу немножко, да, тональность. И вот он, значит, все это наговорил, я это все обработал, и получился какой-то вот такой вот голос, такой мрачноватый. И вот это тоже процесс записи, он то есть был не такой, что я просто стал перед микрофоном и наговорил. А я вот решил как-то заморачиваться, я люблю заморачиваться. Вот. Ну и все, как только я это сделал, они сказали, вопросов нету, твой альбом выйдет. И вышел он 1 декабря, в красивую дату, в годовщину встречи с моей женой, вот, 1 декабря. Ну, такая как романтично. Да. Сейчас заплачу. Да. Господи. Тем более на фотографии, на обложке альбома я с ней как раз Понял, нахожусь. всё, Да. прошу прощения. Да. Поэтому так все получилось, но ничего страшного, зато теперь Марк есть на этой песне. И вообще это прикольно, что на альбоме звучит много всяких интересных вещей, каких-то людей, каких-то случайных звуков, и что это оно попало в массовые вот эти площадки, и наравне с песнями там легенд Битлз, там вот у тебя Битлз звучит, тут Маккартни, а тут у тебя твоя кошка мяукает. И все это происходит в одном пространстве, по сути, в одном цифровом облаке. И вы все находитесь рядом на самом деле. Меня эта мысль как-то, она всегда радовала, что ты можешь какие-то свои звуки в эту библиотеку добавить. Мысль хорошая, потому что я так считаю, что мы к этому идем. Даже если мы все сдохнем, Мы останемся там. мы останемся в этом неком цифровом облаке, и Да. когда через там 15 тысяч лет случайно найдут сервер Spotify, или как это правильно называется, да, для них не будет иметь значения Beatles, Motley Crue Да. или кто-то, а еще и мяуканье кошки будет. Да. Да? То есть, хотя они, конечно, потом дотошные ученые будут определять, у этих 1,5 миллиона прослушиваний, а у этих 2, да? Как же так получилось? Они же все в одном цифровом облаке находились. Да. И будут ломать себе голову там. Ну, в целом, да, мысль такая хорошая. Вот. Что еще я хотел бы рассказать про альбом? Я думаю, что у некоторых людей возникнет вопрос, почему альбом называется Songs. Название, мне очень нравится название Songs. Почему? Потому что оно честное. А на мой взгляд, нет ничего лучше, чем честный артист. Потому что новая искренность, понимаешь? Понимаю, да. Есть фраза, что на сцене никогда не видны настоящие бриллианты, а только, как это называется, вот эти вот... Стразы? Стразы. Только стразы играют на сцене, настоящие бриллианты на сцене не играют. Настоящие слезы на сцене не впечатляют, только вот эта вот водичка. Это кто-то, я где-то слышал в ТикТоке, по-моему, там кто-то рассказывал. Поэтому честный артист, он, я понимаю, о чем ты говоришь, Да. честный артист, но ладно, да. Я очень много лет играл словами, играл образами и так далее. И, наверное, это просто новый виток, потому что я назвал
альбом так, вот на этом альбоме песни. Там нету месседжа никакого в этом альбоме, на самом деле. В этом альбоме нету призыва кому-то куда-то подняться, пойти, может быть, что-то крушить, а может быть, просто на 3 буквы или что. Я никого ни о чем не прошу и никому ни в чем не признаюсь. Это песня. Я пишу песни, я их записываю, я создаю это полотно, я решил так назвать. Но на самом деле, если вы включите, вот если вы посмотрите на эту красивую обложку, вот эта вот парочка под деревом сидит, и посмотрите на название Songs, которое такое, знаешь, простое, оно незамысловатое. Как только вы начнете слушать, я это понял уже постфактум, когда сам послушал альбом. Знаешь, я уже все записал, прошло много времени, я его не слушал, я его включил, уже постарался свежим ухом. И я понял, какой сильный контраст получился, то, что снаружи и то, что внутри. Потому что внутри-то нифига не Songs. Там не просто В моем понимании Songs — это чувак сел под гитарку, что-то красиво исполнил. А там, значит, тут кто-то что-то крикнул, тут что-то разбилось, здесь какие-то синтезаторы воют, тут что-то еще происходит. Вот. Поэтому на самом деле получилась такая конфетка со странной начинкой. Вот. Но мне нравится. Мне нравится, что не все так просто, как оно кажется. Поэтому, наверное, идея слова songs, то, что... Ну, ладно. Вообще-то это сводится к банальной идее «не судите книгу по обложке». Но по факту это просто та простая оболочка, в которую я опять... То есть я опять в итоге, сам того не желая, я опять начал игру. Я подал это все как песенки. Но на самом деле это не просто песенки, на мой взгляд, потому что они получились какими-то многогранными и сложными. Уважаемые жители и гости города Ижевска, с целью нераспространения коронавирусной инфекции просим всех соблюдать режим изоляции, воздержаться от посещения общественных мест, в том числе мест массового скопления людей. Просим всех оставаться дома и выходить только в случае крайней необходимости, используя средства индивидуальной защиты. Берегите себя и своих близких. Про квадратную гитару ты просил рассказать. Так, ну начну издалека. Да, я 6 лет жил в Казани, потому что я уехал туда учиться. Вот. И там, конечно же, я тоже занимался музыкой, потому что я не могу не заниматься музыкой. Кстати, опять процитирую Артура Исакова, с которым я в 2013 году играл, очень крутого чувака. Он сказал: надо играть музыку, потому что не играть музыку — это не весело. Он вообще, он так случайно иногда какие-то фразочки выбрасывал, которые потом я за тезисы какие-то брал, основополагающие. Вот, ну ладно. И, значит, жил я в Казани, не тужил, играл во всяких разных группах, я много чем там занимался, я там фанк играл, я в Казани подсел на Red Hot Chili Peppers, которых вообще никогда не слушал. Ну, тоже я там много чего интересного делал. Вот. И один из опытов крутых, очень крутых в моей жизни, которые тоже на меня повлияли сильно, это была группа Mojo Shuffle. Вот. Причем так совпало, что перед тем, как уехать в Казань, то есть я школу закончил, вот у меня было лето перед первым семестром, и я что-то подсел на блюз. Причем я его начал слушать с группы Derek and the Dominos. Это супергруппа была такая, с Эриком Клэптоном в составе. У них самая известная вещь — это «Лейла». Вот. А они там записали альбом, на этом альбоме там штук 15 песен, одна лучше другой. Вот реально. Там очень крутые гитары, там очень крутые вещи слайдом сыгранные, там очень классные органы, пианино. Ну, в общем, рекомендую всем этот альбом, кто еще не слушал. Derek and the Dominos, Layla and Other Love Songs называется. Вот.
Я послушал это, мне очень понравилось, я тогда вообще еще ничего не понимал, я на гитаре играл на уровне пишу песни, аккомпанирую себе, вот так вот просто. Вот. А именно с этого альбома у меня уже началось это понимание, вот какие-то соло играть, да, вот эти какие-то интересные звуки, перегруженные на гитаре и так далее. И вот я увлекся блюзом, и долгое время я его просто слушал. Ну, впитывал. У меня вообще это с музыкой всегда так происходит. Я сначала очень долго слушаю, я очень долго въезжаю, я это должен все разжевать. Я не бросаюсь сразу же играть, если мне что-то нравится. Мне это надо как-то вот прямо прочувствовать и переварить. И потом потихоньку я уже начал чем-то дома, какими-то блюзовыми вещами заниматься. Я даже написал пару треков в стилистике в такой блюзовой. И как-то я наткнулся на объявление, что группа Mojo Shuffle ищет бас-гитариста. А Mojo Shuffle, они появились в году в 16-м, наверное, и они играли Delta Blues. Я тоже тогда еще не знал, что такое Delta Blues. А Delta Blues это отец, наверное, классического блюза. Называется он, ну, потому что Дельта, побережье реки, на котором работали афроамериканцы. И они вот в свое свободное время играли музыку на таких простых инструментах. Там у кого-то была гитара, играли они на гитаре. У кого-то была губная гармошка. Барабанов у них не было, были у них там какие-нибудь ящики, коробки, по которым они стучали. А у кого-то не было даже гитары, и они брали, ну, что валяется. А в то время, значит, все курили сигары. И были деревянные ящики от сигар. И вот эти вот ящики, они были в свободном доступе. Сейчас попробуйте, хрен найдете ящик от сигар просто так. Вы его купите на Авито за бешеные деньги, потому что их начинают коллекционировать. А тогда можно было взять эту коробку, да, прицепить к ней гриф, натянуть там болт сюда, натянул какую-то струну, какую-то проволоку, и вот у тебя пошла. Она внутри полая, она дает какой-то резонанс. Вот и появилась сигарбокс. Коробка от сигар. Сигарбокс гитара. Играли на ней слайдом, на ней было не очень удобно. На первых сигарбоксах не было ладов даже. Вот. Играли на них слайдом, так удобнее всего было. Вот. И, соответственно, характерные вот эти вот признаки дельта блюза, это как раз-таки слайдовые вещи, это солирующая губная гармоника, вот. Но это какая-то ритм-секция. Там еще был такой жанр, ну есть, скифл, да, где там веревку натягивают, берут какую-то коробку, тазик и вот это бас делают, да. Вот это дельта блюз. И они, собственно, начинали также, у них был сигарбокс, у них была губная гармошка, и у них был чувак, который стучал по чемодану. У него был такой здоровенный чемодан, он садился, на ногу навязывал цепь, ногой отбивал хай-хет, грубо говоря, с цепью, и руками стучал. Сбоку стучит звук пониже, сверху стучит звук поярче. Вот у него бочка, вот у него малый, да, и хай-хет на ноге. Вот. И вот они так начинали, у них был прямо реально такой, знаешь, сырой грязный звук, вот этот вот DIY. Но к тому моменту, когда они уже вот это объявление запостили, они уже были такой более электрической группой, у них уже, значит, были барабаны, у них уже был бас-гитарист, и вот он ушел. И вот они искали бас-гитариста, мне не нравились, я пришел на прослушивание, пару каких-то вещей им сыграл, они сказали, годится, и я стал с ними играть. Они меня много чему научили, потому что я был, до того, как я пришел в Mojo Shuffle, я был очень солирующим бас-гитаристом. То есть я вот, как начал жить в Казани, я бас-гитарой увлекся. Я всю жизнь всякие разные инструменты осваиваю. Параллельно вот с тем, что я пишу песни и записываю, я осваиваю разные инструменты. Вот в Казани у меня был период бас-гитары. Вот. А так как мы играли в фанк, я очень много солировал на басу. То есть там были прям вот эти слэпом, какие-то вещи, вот знаешь, в высоких вот этих позициях. И вот я так играл. Я пришел в Mojo Shuffle, на прослушивание начал вот эти свои эти штуки делать. Они говорят, круто, здорово, только вот надо... Только больше так не играй. Нет, ну, кстати, ну слушай, я вообще-то принес в их музыку басовые соло, которых у них не было. Поэтому, да, там такие вещи тоже были. Но да, тут как бы вот такой баланс, то, что они в некоторых местах мне говорили, ты лучше там что-нибудь пониже, какую-нибудь массу нам создать. Поэтому это тоже был очень крутой опыт. Плюс крутая была музыка, просто супер классная. И мы с ними играли, это был мой первый в жизни тур, когда вот я прям поехал по России выступать. И очень много чего было классного. Я очень благодарен этим ребятам. И эта музыка, она осталась. Потом группа, к сожалению, прекратила свое существование, а потом я еще из Казани уехал.
я приехал сюда, и всякое разное тоже было, но в итоге я пришел к тому, что у меня эта музыка-то из головы не выходит. Я понял, что я хочу это играть, я хочу продолжать это дело, потому что, знаешь, вот они-то уже до того, как я пришел в группу, уже какое-то время играли, у них этот процесс дольше был. А ты знаешь, я пришел, когда они были на пике, и группа закончилась. Мне не хватило, то есть у меня, знаешь, они во мне это все разожгли, и все, и закончилась наша деятельность. Вот. А во мне вот этот, собственно, вектор, он остался. И у меня появилась идея. Первая идея была именно собрать в Ижевске группу, которая будет играть блюз. Не вот этот вот блюз, который в голове у людей ассоциируется с вот этой вот протяжной гитарой, там кто-то что-то ноет. Да, нет. Мы в Моджо Шаффл играли блюз, который обжигал тебя, который вот, он пахнет табаком, он пахнет виски, это вот такой блюз. И он дерзкий, он местами грубоватый, вот, но он честный. И я захотел что-то такое сделать, потому что такое вообще мало кто играет. По-моему, в Ижевске такую музыку никто сейчас не играет. В Казани были Моджо Шаффл, они исчезли, есть в Кирове несколько... Там есть тоже свое такое объединение, там есть хорошие группы, и там есть, скажем так, близкая музыка. Вот. А в Ижевске, в Казани, ну, как-то я вот не встречал. В Москве, конечно, в Питере присутствуют такие группы. И вот я решил собрать, и параллельно я решил, как настоящий блюзмен, не побоюсь этого слова, сам себе сделать. Настоящий блюзмен должен сам себе сделать свой сигарбокс. Ты должен сам себе выковать этот меч, которым Понимаю, ты пойдешь да. дальше рубить. Вот. Ну, а дальше дело не хитрое. Нужно было найти коробку от сигарет, но тут я обосрался. Потому что, точнее, от сигар. Я не смог найти ящик от сигар. Они все продаются за бешеные бабки где-то в Москве, потому что это все коллекционное и, в общем. Поэтому я долго, значит, что-то искал, но в итоге мне тоже, опять-таки, случайно перепала, значит, арабская шкатулка. Она реально откуда-то... Не буду врать, откуда ты знаешь, там, с Ливии, вот реально из каких-то тех стран, арабская шкатулка, в которой там лежала какая-то расписная тарелка. Ну, это реально такая шкатулка для тарелки. Вот. И мне эта шкатулка попала в руки, она с таким прикольным узором. Я подумал, я сделаю из нее. Вот. Гриф я решил сам не делать, потому что мне было... Я был не уверен, что я правильно сделаю разметку ладов. Поэтому я взял гриф от старой ижевской гитары. Думаю, ну, раз уж я делаю такую вот для местной, для ижевской музыки какую-то вот... собираю группу и делаю ижевскую музыку. Но я на самом деле очень люблю Ижевский. Я как бы вот... Я всегда крепко корнями в Короче, Ижевске. духи Ижевска зачтут. Да. И поэтому это должна была быть ижевская гитара. Причем для того, чтобы это было максимально, знаешь, аутентично и по-блюзному, эта гитара раздолбанная, она 6 лет лежала в огороде. Под снегом, под дождем, вот под всем она вот лежала. И я думал, что это все закалило. В общем, я взял этот гриф, сделал его там поуже, все подрезал, все подпилил, все, в общем, как-то собрал. И получился у меня сигарбокс. Вот. Ну, у тебя получился араб-бокс какой. Это, кстати, наверное, тема, что тебе надо немножко качнуть в восток, ну, с восточных тем попробовать. Ладно, это так, да. Да, согласен. Но это, да, это какой-то такой концепция сигарбокса, но немного видоизмененная, да. Потому что кто-то делает, знаешь, из шахматной коробки сейчас. То есть все, вы играете уже? Значит, какое текущее положение дел? У нас... Так, а и когда это интервью выйдет? Хрен знает. Но смотри, на момент записи интервью у нас через 2 дня первый концерт. У нас важное событие. Мы презентуем свою сольную программу электрическую в полном составе. Не анплаг, ничего, а прямо нормально с барабанами, с басом, с сюрпризами, про которые я пока не буду говорить. Вот. Я, собственно, буду петь и играть на гитарах, и на обычных гитарах я буду играть, и, конечно же, на сигарбоксе. Сигарбокс я собирал, это, уточню, специально для слайда. То есть там, вот если ты его в руки возьмешь, к сожалению, не смог его сегодня привезти, ты увидишь, что там расстояние до грифа большое. Да, я понимаю, да. Неудобно, да. Конечно, там можно посмотреть, но она больше сделана для слайда. Вот. И вот, значит, у нас через 2 дня состоится концерт, он, скажем так, закрытый, то есть он для друзей. У нас каждый приглашает своих друзей, мы в своем закрытом месте презентуем для близких людей вот эту вот программу впервые, обкатываем ее. Обкатывайте. Да, в электричестве. Вот. А на следующий день у нас будет корпоратив
тоже такой полузакрытый. Вот. В общем, у нас сейчас как бы впервые такое начинается наше плавание нашего Видео будет? блюзового кораблика. Да, снимем мы видео. Вот. В это интервью, я думаю, мы добавим, потому Если- что да. это все состоится. Так что мои слова будут подкреплены какой-то картинкой, я надеюсь. Leaning through the African thing, you know my Вот. И у нас сейчас есть программа, она, сразу скажу, не вся авторская, потому что я не гонюсь за количеством. То есть я, конечно, мог бы сейчас написать кучу этих одинаковых песен, ту-тун, да, но я такое как бы не люблю, поэтому у нас будут свои вещи, у нас будут кавера, но, опять-таки, принцип вот этот вот не играть попсу, он сохранился, потому что все играют одно и то же, а мы играем другое. И вещи, которые мы играем, большинство людей, я думаю, не слышали. Не слышали. Да, и мы их, во-первых, делаем в своих аранжировках, со своей подачей. Вообще-то, если вы придете на концерт, вы не поймете, где наша песня, а где не наша, потому что мы очень умело маскируемся, мимикрируем. Вот. Но мне очень вкатывает. Ребятам, с которыми мы сейчас эту программу сделали, тоже очень вкатывает. Музыка классная. Вот. Что-то я сильно расхвастался. Ну ладно. Ну, какой-нибудь. посмотрим, да. Да. Увидим на видео. Да. Ну, в общем, вот так. Самое главное не сказал. Наша группа называется, у нас получается сегодня впервые вот на беседе с тобой какое-то публичное упоминание, да, пошло. Группа называется Blues Crew. Дословный перевод «Голубой болт». Да? «Голубой болт», Blues Crew. Но тут... Блюз это, ну, Тут игра синяк. слов. Тут аудиоигра слов. Blues Crew. Блюзовая команда. Мгм. Но Blues Crew, голубой болт. Вот такая, значит, я люблю игру слов, всякую разную. Я ее везде так стараюсь немножко подсовывать. Мне пофигу, что ее никто не понимает. Понимаю ее я, и, возможно, какие-то единичные люди иногда, знаешь, такие: о, а твой альбом такого-то года, там, оказывается, это зашифровано. Я говорю: ну, молодец. Вот. Вот, группа Blues Crew. Приходите на наши будущие концерты. В 2022 году они будут. Обязательно. И до встречи. Answer that we needed long ago. Answer must be written on the wall. It's been said and done, but not today. Answer that was needed.